Нация начинается с культуры. Культура — это язык, культура — это традиция, культура — это наша этика, это музыка, это искусство, творчество. Это то, чем живет народ. И вот когда культура начинает упрощаться, как упрощается язык сегодня, как упрощается произведение, стихи, музыка, то это ведет к деградации нации, а потом и к уничтожению. Мы имеем много примеров, когда через упрощение культуры целые нации вымирали. То есть это основа. Соответственно, на сегодняшний день мы имеем совершенно другие угрозы. Понимаете, если вчера там была битва за наши тела, ну, там война какая-то, то сегодня идет война за наши души. Она идет совершенно в другом, понимаете, таком невидимом фронте, казалось бы. Есть такие понятия, как психоисторическая война, гибридная война, информационная война. То есть через некое продавливание образа жизни, через там, даже еду, через напитки мы все время получаем такое вот влияние внешней концепции, которая губительно или разрушает нашу культуру, упрощая ее. С этой точки зрения на сегодня наша культура — это единственное оружие, которым мы можем противостоять такому агрессивному влиянию извне. Для того, чтобы сохранить нашу уникальность, самоидентификацию, да, чтобы мы понимали, кто мы, чтобы не потеряли истоков. И с этой точки зрения культура и культурные работники — это, по сути, это воины, которые только они смогут противостоять вот тому, что сейчас происходит. То есть эти угрозы надо осознавать. Это вот конфликты, то есть в точке, когда идет боевое соприкосновение, огневое, да? Огневое соприкосновение — это крайняя форма. Но до этого мы сейчас имеем войну на совершенно других фронтах. И, соответственно, мы должны четко осознавать это, что мы находимся в достаточно агрессивной среде по отношению к нашей культуре, по отношению к нашему народу. Потому что идет трансформация совершенно чуждых нам концепций, продавливание, навязывание определенных там образов, символов. И культура и культурные работники — это единственные, кто может противостоять. Ну и, конечно, обогащая нашу культуру, мы будем развиваться, мы будем становиться богаче, потому что еще один критерий для развития с точки зрения нашего менталитета, нашего мировоззрения — это в нашем многообразии есть наше единство, в нашем многообразии есть наше развитие. То есть это сама Земля нам трактует это. Территория Тянь-Шань, она всегда была территорией, которая всегда принимала, восстанавливала целые народы и нации. И потом те с благодарностью либо оставались здесь, либо уходили кто на восток, кто на запад. То есть это территория замирения. Она всегда нанесла в себе эту функцию. Люди и нации восстанавливались здесь после тяжелых войн, после там каких-то там трагедий, мор, да, наступал. И всегда эта земля принимала всех. Об этом говорит вся наша история. Мы всегда принимали людей других национальностей, вероисповеданий, культуры. И вот в этом многообразии есть наша сила. И тот Тянь-Шань территория — это тот плавленный котел, который сплачивал людей в единую нацию, в единые культурные коды и совершенно в единое вот такое дружеское сосуществование. Это должен быть государственный заказ на развитие. Государственный заказ на, знаете, трансляцию тех ценностей, которые нам близки. Государственный заказ на возрождение. И по сути, с точки зрения кино, мы должны возродить то кыргызское чудо, которое у нас было. Вы посмотрите, в каком состоянии Кыргызфильм, в каком состоянии наша Шубинка, либо другие там музыкальные учебные заведения. В таких местах не могут рождаться таланты. Конечно, основная задача президента — определить направление, определить приоритетность этого и, соответственно, сделать так, чтобы создавались условия для того, чтобы вот эти задачи могли быть выполнены. И самое основное — помочь нашим творческим людям наиболее полно раскрыть свой потенциал. Потому что основная
наша ценность или основная наша богатство этой страны — это его люди. Люди делают и политику, и культуру, и искусство. Все. Без них невозможно. Поэтому с этой точки зрения, конечно, основная задача президента — это вот то, о чем я говорил. Создать условия, создать государственный заказ, создать спрос на это. И, соответственно, потом уже дать возможность людям искусству реализовать себя в этом.